Усім привіт, друзі! Это видео будет посвящено, ну, как и заявлено в заголовке, теме подготовки к потенциальной войне, точнее, к будущей войне с Россией, то есть к Третьей мировой войне европейских стран. И в первую очередь это касается стран, которые нам наиболее близки. Моя любимая Литва, Эстония, Латвия и Польша. Как один из наших ключевых военных и партнеров, соседей и так далее. Суть вот в чем. Я тут общаюсь, но в основном с литовцами, потому что у меня наибольшее количество друзей, знакомых, старых знакомых, зрителей в процентном соотношении, ну, кроме Украины, в Литве. Я общаюсь с людьми из других стран тоже, но просто большей частью я черпаю информацию вот из Литвы, Эстонии и немножко из Польши. К сожалению, у меня дежавю с тем, что происходило в Украине, начиная с октября 2021 года, когда Байден сказал, что будет большое нападение. Но вообще-то еще с апреля, кажется, 2021 года, когда Путин начал уже в поля вдоль границы выводить сотни тысяч своих солдат и натаскивать их для нападения. В чем похожесть, я сейчас объясню. Я смотрю на такую спокойную, качественную, праздничную и каждодневную жизнь этих стран, ну и Германия тоже, особенно Германия, наверное. И понимаю, что не ведется серьезной подготовки общества к возможному развитию событий. То есть вроде бы как все понимают, и литовцы понимают, и эстонцы понимают, и латыши понимают, и поляки понимают, и немцы, не все, правда, откровенно говоря, но какая-то часть тоже понимает, но политики, сам принцип существования общества в мирное время, он блокирует подготовку к войне надлежащую. И ее не заменят никакие слова там про, и даже дела по увеличению производства оружия, это все важно. Вот, и то, что Андрес Кубилис, это литовец, очень приличный человек и умный, который, и кстати, бывший премьер-министр Эстонии, Кая Каллас, она иностранными делами занимается, а Андрюс занимается в Евросоюзе, в европейском правительстве, занимается вопросами безопасности и обороны. И ставит вопрос о том, чтобы резко нарастить, а мощности такие есть в Европе, производство всех видов вооружений, мин, там, ну понятно, всего, что на примере вторжения России в Украину будет необходимо для войны. Но в то же время многие политики в этих странах и журналисты игнорируют тему войны. Ну, то есть они как игнорируют? Они освещают войну в Украине, кто-то активнее, кто-то не активнее, точнее войну России против Украины. Но как бы я не заметил, хотя мои друзья все понимают, но я не заметил вот по их рассказам о том, как их правительство, их общество, их журналисты готовят общество к тому, что война может начаться, ну, в самое ближайшее время. Наоборот, я слышу вот эти интервью: в течение 5 лет, в течение 8 лет, ну, максимум в течение 3 лет НАТО должно быть готово для военного противостояния с Россией. Но, во-первых, какое НАТО? Это каждая страна все-таки отдельная. Трамп угрожает вообще фактически войной, шантажирует Данию, тоже одного из основателей НАТО. Так что вопрос существования НАТО, он очень спорный. Он всегда базировался на американских войсках в Европе, на возможности их переброски, там, и потом дополнительно еще из Америки или из других регионов мира в Европу. А сейчас, ну, кто даст гарантию, что Трамп не договорится с Путиным или не будет игнорировать Путина, а отправит все, что может, там, на помощь Европе. Украине он помогать, мягко говоря, не спешит и не хочет. Вот, а Европе, ну, под большим вопросом. И, кстати, вот этот наезд на Данию, Дания один из ключевых военных партнеров, правильно в комментариях заметили, к предыдущему одному из видео, и наезд на Данию это такая серьезная, как бы, попытка унизить именно наиболее искренне помогающие Украине страны.
Поэтому НАТО, вот после этого заявления про Данию, в принципе, НАТО сейчас на паузе. То есть никто не понимает, существует НАТО или не существует. И тем более пятый пункт, да, который никогда не применялся в практическом смысле. И непонятно, как сработает. Но это старая фраза. Хотят ли немцы не умирать за Нарву? Конечно, не хотят. Но вопрос, будут ли воевать, немцы говорят, что да. Поляки тоже вроде говорят, что да. Но я возьму пример просто Эстонию и Литву, например, как наиболее уязвимые, наиболее соблазнительные, кроме Украины, направления потенциальной агрессии. Вот. Но, опять же, чтобы продержаться, это продержаться армиям этих стран, на это три небольшие, скажем так, очень небольшие по сравнению с Рейхом. Балтийские страны должны, например, 10 дней как минимум. А потом типа подойдет помощь. Но если, к примеру, им удастся там отрезать через там Сувалский коридор или как-то, или где-то еще одну или несколько балтийских стран от континентальной Европы, и заблокировать порты, на то, как туда десант попадет. Воздушный десант уже нереален. Давно, как показала опять война в Украине. Десант морской слабо реален, учитывая современные там возможности разведки и уничтожения судов. То есть фактически все снова решается на суше. Если не сдержать этот первый удар, если не дать им отпор сразу, и они закрепятся и отрежут, я говорю про самый худший вариант, я никого не пугаю, то в дальнейшем как бы пополнение этих армий, ну возьмем тогда вот 3 балтийских страны, не будем там про Польшу, там немножко другая ситуация, хотя это все и на нее можно тоже проецировать, не все, но многое из того, что я скажу. Кстати, поляки начали это делать, у меня был разговор с одним очень известным журналистом, Вацлавом Радзивиновичем из газеты «Выборчий». И он, как, по-моему, ну, я так, насколько я понял, он написал, я не видел текст, статью в своей газете, и премьер-министр и так далее, они обратили на это внимание и начали строить физические укрепления на границе с так называемой Белоруссией, которой, как мы знаем, не существует, раз Лукашенко, но это уже подтверждено, говорил Зеленскому, что типа это не я стреляю, это Путин с моей территории, я ничего не могу сделать. Ну вот вам и вся Белоруссия, так называемая, ее нет. Вот. Но я надеюсь, что поляки строят действительно настоящую там линию Маннергейма или там линию Туска или линию Дуды, как это можно назвать. Оставим Польшу, просто не в деталях. Что происходит в странах Балтии? Да, строятся какие-то укрепления, что-то строится, я не знаю деталей, но мне люди говорят, что да, там укрепляется, строится, тренируются какие-то резервные части. Вот в Литве это Союз стрелков, есть такая еще парамилитарная, такая очень старая, приличная, более чем 100 лет ей организация добровольцев, их там 15 тысяч примерно, насколько я знаю. В Эстонии такое же есть, в Латвии такое же есть, не знаю там количество, но какая-то часть людей тренируется, плюс регулярная армия, плюс и так далее. Но давайте посмотрим вот на Украину, то есть идет подготовка к потенциальной войне, но я бы не сказал, что сильно отличающейся интенсивностью от того, как Украина готовилась. Точнее, готовились очень не все, и не все политические деятели готовились, и не все военные даже готовились. Но, слава богу, кто-то готовился. Имена всех и героев, и уродов мы потом точно узнаем, кто как себя вел и кто что делал. Сейчас не будем это выяснять. Но суть в том, что, как по мне, подготовка должна выглядеть вот следующим образом, как я сейчас расскажу. И это опять на примере того, что не было сделано в Украине. Например, я сам звонил, теперь уже можно сказать, что я звонил в министерство. Министром был Резников, я звонил одному из замов до начала войны большой. И я писал открыто это, но и звонил вот лично, просто разговаривал. Резников меня по определенным и ему по одному понятным причинам, ну, мне тоже понятно, там, меня там, ненавидит и так далее. Но я сказал, ну, вы просто поговорите с министром, не говорите, там, что я там, об этом сказал, но почему вы не формируете территориальную оборону вот просто сейчас, да? Это месяц, что ли, было, или 2 до полномасштабки. Почему не создаете условия не регистрируете потенциальных людей, иностранцев в іноземний легіон? Да? Я просто пам'ятаю, такий Юрій Гудименко є, він військовий, громадський діяч, зараз він ветеран, він поранення отримав.
прекрасная людина, честно. Я хочу для Украины таких политиков. Но вот он, на его примере я увидел осенью 2021 года, как тяжело записаться в ТРО. Потом, и это тоже стало частью того, что, то есть, если он, который очень сильно хотел, который молодой, сильный, там, нет проблем со здоровьем, до ранения не было тогда, я имею в виду. Вот, и как бы он, это там месяц или 3 добивался, то, что, чтобы его зачислили в ТРО, и там, наверное, все еще, многие крутили у виска пальцем, а зачем, войны же не будет, и так далее. Осенью это было, 21 года, то я понял, что что-то тут не так. И я говорил, наверное, минут полчаса 40 замминистра. Я думаю, что никто там об этом даже и совещаний не проводил. Но я наивный дурак, вот все-таки решил. Я писал об этом тоже и публично, но не о том, что я звонил, а о том, что надо делать. Нужно показывать русским готовность к войне, готовность к сопротивлению. Почему это важно? Потому что они смотрят на то, вот грубо говоря, возьмем любую балтийскую страну. Если, к примеру, Литва продемонстрирует, что она одномоментно готова выставить против России в эшелонированную оборону, например, 300 тысяч солдат и офицеров, но это 10% населения Литвы, там получается где-то. Ну и так, как касается любой другой страны. Если Эстония, там, не знаю, Латвия проведут запись всех добровольцев, назовите это теробороной, там, резервом такого-то уровня, но что Путин увидит количество этих людей, увидит, что люди с энтузиазмом записываются, проходят обучение, и они готовы уже в первый же день сражения, вторжения потенциального, взять в руки оружие и начать стрелять, и они овладели современной техникой, хаймарсами, там, танками. И это даже скрывать не стоит. Наоборот, это нужно рекламировать, что да, у нас есть из ветеранов, из молодежи, из свежеобученных, из запаса, есть такая огромная армия, что ты, Путин, вообще даже границу нашу не перейдешь. Плюс оборонные споруды, да, сооружения. Это не должны быть просто, говорят, в Эстонии там 600 дотов строят, вот это более-менее, наверное, похоже на то, о чем я думаю, но еще раз, я не знаю и не спрашиваю никакую конкретику, ни у наших военных, там, ни у каких военных других стран, но, насколько я понимаю, вот, судя по тому, что идет дорожное строительство активное, идет, как бы люди живут мирной жизнью, кто им может это запретить? И слава богу, что живут мирной жизнью наши друзья, которые нам вот просто безгранично помогают, как могут. Огромная благодарность. Но почему-то мне кажется, что нужно на месте политиков этих стран приграничных с Рейхом сказать, друзья, обратиться к нации и сказать, знаете, я хочу с вами, мы, правительство, не знаю, депутаты, партии, там, президенты, премьер-министры, хотим с вами серьезно поговорить. Мы строим там столько-то километров дорог, ремонтируем в год. У нас дороги неплохие. Мы предлагаем заморозить на год, это я так условно говорю, дорожное строительство в стране, чтобы построить защитную линию, там в 3 или 4 эшелона, это военным виднее, на каком там расстоянии, это не буду я умничать, там, как они должны отличаться, как они должны друг друга там дублировать, какие должны быть укрытия там для танков и так далее, для самолетов, для всего прочего, для баз, какие подземные сооружения. То есть но смысл в том, что открыто и своему народу, и узким оккупантам потенциальным сказать, что мы не просто готовы, мы супер готовы, мы мотивированы, мы умеем и хотим стрелять, мы имеем огромный резерв добровольцев, и мы любую вашу армию уничтожим, если она только попробует сюда. И плюс, вот единственное, хорошо сказал, может и другие говорили, но вот эстонская министр слышал, что мы готовы к превентивному удару. То есть, если мы видим скопление русских войск на территории России, готовых войск вторжения, группировки вторжения, то мы по ним ударим. Не будем ждать, пока они зайдут на нашу территорию. Очень правильное заявление, но хорошо было бы, если бы во всех странах были такие доктрины военные и открытые, чтобы все знали. Плюс этим странам, и Литве, вот я знаю, тут обговаривают это, и Латвии, и Эстонии, и Польше, конечно, нужно голосовать срочно, не завтра, не через 2 месяца. Но это мое убеждение. Это опять внутреннее дело этих стран, которые я глубоко уважаю. Проголосовать за выход
из, значит, вот этих всех конвенций, которые мешают воевать, которые связывают руки. Это противопехотные мины, это кассетные боеприпасы, и если что-то еще, то и оттуда. Выход из всего, что использует Россия, а сами себе эти страны используют, когда-то запретили, живя мирной жизнью. И это до сих пор не исправлено. Третий год войны заканчивается против Украины. И если этого всего не сделать, вот просто как это вот передать, чтобы настроение их было понятно, русские идут туда, где они чувствуют слабость, или им кажется, что есть слабость. Или Украина вот пыталась политически прикинуться шлангом, да, что ничего не будет, будет мир, шашлыки и так далее. Я не утверждаю, что Зеленский, например, категорически не верил во вторжение. Я думаю, что нет, конечно. Но публично это, хотя опять, это на потом все оставим. Хотя публично все равно это объяснялось людям, чтобы они не паниковали. Так вот, паниковать не надо было, а готовиться надо было. Паниковать должен был Путин, которым должны были... Давайте я украинскую историю отправлю, там уже слишком все далеко зашло у нас. Значит, надо вести себя так, чтобы Путин, собрав своих генералов и сказав, мы идем на Сувалский коридор, мы идем там на Нарву, мы идем туда-то. Генералы встали бы и сказали, он пока еще никого не расстреливал, как Сталин, и сказали бы, Иосиф Виссарионович, Владимир Владимирович, мы просто не перейдем их границу, нас просто всех там уничтожат. Смотрите, у них там, такое количество хаймерсов, гаубиц, самолетов, того, всего, 5-го, 20-го, причем на месте, это не где-то и прилетит из Германии там, через месяц, через сколько, если включится НАТО, да? Тут ключевой вопрос, если. Эти страны должны показывать, лучше даже вообще вместе, все три страны, полную готовность к мгновенной мобилизации и к недопущению, чтобы у них мысли было даже границу перейти. Их нельзя пускать, извините, я плохо себя чувствую, их нельзя пускать, давать им зацепиться за свою территорию. Понимаете, тут что еще важно? Потому что потом их выгонять очень трудно. Современная война такая, что это все очень тяжело. И вот, к сожалению, ни одна страна в Европе, в том числе и приграничные, не демонстрирует такой единой готовности мобилизации ресурсов, к мобилизации ресурсов и вооружений, и главное, людей, общества. Вот кто, например, в этих странах, плюс Финляндия там, и так далее, кто знает, где их бомбоубежище? Что-то мне кажется, что не все. Все бомбоубежища должны быть уже проверены, причем с расчетом даже на ядерный удар. Везде должны висеть таблички, все скромные, не то, что пугать народ, да, но чтобы все знали, куда идти. На мой взгляд, это должно быть так. Люди должны знать воинскую часть, пройти подготовку. Все, начиная даже в школах надо начать преподавать в старших классах обязательно, причем не факультативом. Все университеты должны проходить военную подготовку. Это надо показывать по телевизору, надо брать интервью, надо делать социальную рекламу, чтобы люди проходили военные курсы, чтобы шли в армию, если хотят служить, если в каких странах это добровольно. Если не добровольно, призывать и обучать и десятки, сотни тысяч людей, 15 тысяч стрелков мотивированных, вот я имею на примере Литвы и других странах по-другому называется, этого не хватит, это не испугает Путина. Значит, там я знаю даже, что в подобных в эстонских, в литовских организациях готовятся и к партизанской войне люди, и учитывая опыт предыдущих войн. Но учитывая опыт этой войны, есть возможность не пустить их в принципе сюда. И вот главные усилия, плюс вооружение, закупка чего-то, бюджет военный надо, конечно, не 2%, а увеличивать больше, учитывая то, что Украине надо помогать, но и себе нужно тоже готовить себя. Потому что нельзя стать соблазнительным для них. Они должны понимать, что их встретит грозная сила, мотивированная сила, и они получат дюлей. И вот только это ощущение, близость сапога к морде, близость кулака к харе, она их только это остановит. Понимаете, прикидываться, что вот есть такие голоса, и в Литве мне рассказывали политики, я не буду называть, говорят, что, во-первых, войны не будет, Путин дальше не пойдет, действительно, гарантировать за Путина, это, конечно, очень крутая политическая аналитика. НАТО поможет, про НАТО мы уже сказали, и что не надо нагнетать, не надо будоражить общество, все нормально, в спокойном режиме, готовимся. Нет, этого недостаточно. Вы просто не смотрите эти политики, обращаетесь в русскую пропаганду, как они готовят своих людей.
как они их мотивируют. И не надо их копировать в этом. Я имею в виду там ложь, там, пропаганда и так далее. Но говорить о том, что говорить о самом худшем сценарии и готовить людей к противостоянию самому худшему сценарию, это ваша политика всех стран обязанность, на мой взгляд. Вот как журналиста и как человека, который видел предвоенные и военные месяцы, я имею в виду большую войну в Украине. Это то, что уже все видят. Это тот урок, который очень кровавый и страшный, который Украина усвоила. Но почему-то я не вижу, чтобы его усвоили все. Что все силы надо кинуть на строительство оборонных сооружений там, в три слоя. Да? Это должны быть не просто там окопы, отдельные доты. Это должны быть сооружения. Сейчас можно, вот сейчас попробуйте, говорят, вот там не построили, там под Запорожьем или где-то на Харьковщине укрепления. Вы попробуйте их еще постройте. Это я не защищаю тех, кто их не построил, но просто разумно. Мне рассказывали истории, только выводится техника, сразу ее разбивают. Раз, два, три. Ну, понимаете, в чем дело? Когда уже война идет, это тяжело, но сейчас войны нет. А заморозьте строительство дорог, какое-то другое лишнее строительство. Покажите русским, что вы их ждете. Покажите, что вы их не боитесь. Я знаю, что эти нации не боятся. Я знаю, что есть бойцы, и добровольцы есть, и патриоты есть, и так далее. Но покажите вы массовость, покажите, что вы не боитесь, что вы готовы, что у вас эта линия Маннергейма, или как угодно ее назовите, это честь будет потом любому, кто это предложит и продвинет. Но это не популярно. Популярно говорить о мире, о том, что НАТО сильное, что мы под крылом НАТО. Насколько я понимаю, популярно не будоражить общественное мнение. Типа все идет своим чередом, спокойно, без паники. Да я не про панику говорю. Я говорю о том, что не работает это с русскими так. И быть спокойными, воспитанными в очочках, это соблазнять гопника. Он должен видеть, что этот вот чувак в очочках, качок с пистолетом в кармане, и что подходить к нему не надо. Вот это так только работает. Только так работает. Я не уверен, что он бы решился на полномасштабную войну. Вот на самом деле, если бы хотя бы после Байдена, после октября, в Украине были вызваны и расположены вдоль всей линии фронта нынешней, расположены все хотя бы резервисты первой волны, это 300 тысяч, Путин бы увидел это дело и 10 раз подумал вообще, стоит ли по всему фронту нападать, вообще нападать и так далее. Но так как он этого не увидел, и его советники сказали, что Украина вообще-то мы не готовы ее за 3 дня, это ложь, конечно, была, да, Украина готовилась, но просто учитывая ошибки этой подготовки, вот просто ошибки публичные даже, я в военные дела не лезу, ошибки, как это выглядело, их надо учитывать. Я очень желаю Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии, Швеции и всем странам учесть их психологию. Психология врага — это очень важно. Да? К сожалению, я бы хотел давать много интервью и отвечать на вопросы журналистов из этих стран. Нет большого желания, я не вижу ни у кого, не обращаются, значит, с просьбами, как вы анализируете эту ситуацию. А анализирую я ее хорошо, потому что я писал о том, какая будет эта война еще, и говорил с 16-18 года. Есть ролики, где это все описывают. То есть у меня аналитический аппарат работает. То, что это неинтересно журналистам во многих странах, ну, и не знают, они не обязаны меня знать, они очень популярны и так далее. Но погуглите, кто вообще эту войну анализировал, кто знает русских хорошо, я знаю, я готов, там, не знаю, быть советником анонимным, тихим, незаметным, мне не нужны никакие звания, любых министерств там, безопасности, обороны, там, любых стран, но не обращается никто, а я очень понимаю их психологию, поэтому я публично это делаю, вот сколько могу публично, что можно сказать. Есть еще вещи, которые я бы сказал не публично, но публично не буду. Плюс вопросы внутренней безопасности. Во всех странах, например, в странах Балтии, есть десятки тысяч людей, а то и сотни тысяч людей вместе, которые до сих пор сидят ВКонтакте, сидят в телеграм-каналах русских. Увеличивать расходы на внутреннюю безопасность обязательно, если страны хотят выжить и не иметь войны на своей территории. Это вот если не армейскую часть брать, а спецслужбы и внутреннюю безопасность. Да, там законы, значит, надо менять законы. На проявление солидарности с Россией любое. Должно быть расследование, наказание. Но это время этого либерализма сейчас надо поставить на паузу. Это точно. Потому что играть в толерантность с ними — это рыть себе могилу. Если
все знают, что человек ватник и любит Путина, там у него флаг России дома и так далее. Но все говорят, ну это же его частная собственность, это его дом, да вот, это просто наш сосед, он вроде так на нас не кидается, но просто вот мы знаем, что он такой. Ну, вы, конечно, можете не жаловаться на него, можете не хотеть быть там доносчиками, хотя на самом деле какой-то донос. Его должны проверить, должны их проверять на детекторе лжи, проверять их гаджеты. Это делать надо уже сейчас. Они наведут потом на Вильнюс, Сталин, Нарву, Ригу, Клайпеду, они наведут эти люди, которые сейчас, они настолько расслаблены, что я уж не говорю про агентуру там спрятанную, а про этих вот людей, которые сидят в этих группах, это можно тоже анализировать, сидеть самим агентом спецслужб в этих группах и смотреть, кто из каких их стран, кто чем занимается. Кто с кем там в каких группах состоит, кто что пишет, комментирует. Профилактику, фильтрацию этих элементов нужно вести уже сейчас. Я уже не говорю там про иностранцев, которые дали вид на жительство. Их всех надо проверять, конечно, там, но это опять виднее этим странам, как проверять, но очень пристально. Вот. Ну, например, там, согласно вот действующим законам, в Литве, там, по-моему, то ли 50 тысяч белорусских мужчин просто дальнобойщиками работают. Это не только там. Это боюсь ошибиться, неважно. То есть взрослые, сильные мужчины, инфильтрация среди спецслужбистами, среди представителей, например, Беларуси может быть колоссальной и России. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Кто-то проверял каждого персонально. Я думаю, что таких сил и средств нет ни у литовской безопасности, ни у эстонской. Я надеюсь, что есть, но что-то мне подсказывает, что нет. Где гарантия, что эти ватники, которые сейчас все знают их, но толеруют, ну их же не за что судить, да? Ну придумайте, как их законодатели, для этого сидят сеймы, парламенты, правительство, Министерство безопасности. Придумайте, как нейтрализовать их потенциальную угрозу, как их запугать, как их поставить на контроль, как их проверять периодически, на учет поставить. Я не знаю. Придумайте другие статьи Уголовного кодекса. Ну потому что нет никаких 5 лет, никаких 3 лет на подготовку. К этой войне нужно быть готовыми завтра. Возьмем самый худший сценарий. Уничтожил Путин Украину. Я верю, что такого не будет. Но давайте вот, чтобы для ясности, для четкости, чтобы отбросить лишнее. Вот если нет Украины, это такая катастрофа. Я же не говорю про украинские ресурсы и так далее. И такая линия фронта. И такой а главное у бандита, это настроение безнаказанно убивать. Но возьмем сценарий такой, что нет, не удалось ничего Путину с Украиной, как-то вот это в каком-то состоянии находится, и все равно нет никакой гарантии, что он не пойдет дальше. Все политики, которые говорят, Путину это невыгодно, должны быть просто из политики уволены в управдомы, я не знаю, или в вахтеры, или там пойти бабочек ловить где-то на хутор. Потому что думать за Путина, я этого наслушался. Путину это невыгодно, я наслушался этого в Украине. И когда я услышал в очередной раз, что Путину невыгодно, что войска Путина не готовы еще к нападению, я просто позвонил своим близким людям и сказал, собирайте вещи, вы должны будете уехать, потому что скоро война. Вот как только говорят, что Путину что-то невыгодно или Путин этого не сделает, это значит степень угрозы там красная, да? Вот как-то это коротко, более-менее, я просто короче не мог. За полчаса рассказал концептуально, что бы я хотел сказать гражданам и политикам, ответственным моих любимых стран. Вот. Ну, я готов об этом говорить и на разные вопросы, отвечать именно с точки зрения политической, не военной аналитики, любым заинтересованным лицам. Пожалуйста, приглашайте меня на радио, там, на сайты, на небольшие, на большие. Я хочу, чтобы народы этих стран, моих любимых стран, народы моих друзей, страны моих друзей и страны наших друзей, чтобы они реально представляли угрозу. Я не докричался до Украины. Я запишу отдельный ролик, просто почему я так понял, что даже огромное там какое-то количество просмотров роликов про войну большое, потенциально никак это на общественное сознание не повлияло большинства людей. Но мы не должны повторить, вы не должны, друзья, повторить эту ошибку у себя. Это ошибка, которая очень дорого стоит. Я не осуждаю Украину за эту ошибку, ну, понимаете, потому что, ну, общество это тяжелая история. Но у вас есть уже, как есть, так есть. Украина герой. И она ведет страшенную войну из-за этих стран в том числе. Но это по факту так. Это не одолжение вам, потому что украинцы воюют за себя в первую очередь, да. Вот, и во вторую, и в третью, да, понятно, что за себя. Но по факту, и оттягивая войска Путина, и давая понять, что они не непобедимы, и уничтожая живую силу и технику, понятно, что они ослабляют его потенциал для сражений в Европе. Еще раз, страшно представить, что если Украины не будет, и у него будет такой потенциал для вторжения, да не будет он ждать ничего. Такое опьянение, он сразу нападет, в течение там полугода, года, или там месяца.
Такие машины, машины убийства не останавливаются, тем более вкусившие крови. Но даже если не так, все равно он может напасть в любой момент. И готовым надо быть, и демонстрировать готовность к нападению. Надо уже было позавчера. Это надо сейчас делать, сегодня. И вот Бабченко говорит ров с крокодилами. Но я имею в виду, что вот именно ров с крокодилами такие линии Маннергейма, не жалейте на это денег. Не постройте вы год-два дорог, хорошие у вас дороги, можно поездить по ним еще. Ничего не изменится. Да, инвестируйте все эти деньги в оборонные сооружения, чтобы они даже физически не могли просто мыслить о том, чтобы высадиться на другой берег, там, чтобы просунуться вглубь страны. Они должны, то есть все, что они видят, должно это полностью исключать. То есть этой страны должны стать такими железными, такими укрепрайонами, да. Это не отменяет мирной жизни, но мирная жизнь должна быть с осознанием того, что может быть завтра. Все должны провести учения по гражданской обороне. Все это такое, я просто вижу, что в Украине происходит, и как в других странах люди к этому относятся. Ну, не теряйте времени, пожалуйста. Нет никаких ни 5 лет, даже 3 лет нет, потому что все это зависит от развития событий, от Трампа, от разрушения НАТО. И рассчитывать можно только на себя. Но даже эти небольшие страны, даже маленькие страны, не крошечные, конечно, там не Люксембург, но маленькие страны относительно России, они могут себя защитить. Но для этого нужна полная мобилизация, готовность к мобилизации. Мобилизация максимальная тех, кто же сейчас может. Это должны быть сотни тысяч, конечно, людей, не десятки. Он должен видеть перед собой, его генерал должны видеть сотни тысяч людей, которые тут же за 2 дня встанут на защиту своей страны, которые умеют стрелять из танков, гранатометов, хаймарсов, самолетов и так далее. Ждать немцев, ждать кого-то, это не выход. Дай бог, чтобы придут, дай бог, что поляки помогут, да еще бы им кто помог. Дай бог, чтобы все это работало, но надо закладываться на то, что ничего этого не работает, что есть вы и есть враг. И дай бог ближайшие соседи. И учитывая их географию и все. Ну, я уже так говорю, могу говорить бесконечно. Еще раз, я открыт для любых встреч, для любых публичных, непубличных разговоров на эту тему. Я очень хочу. Я понимаю ситуацию. Я предсказал это в Украине. Я понимаю, как это может быть здесь. Даже не зная и не желая знать никаких военных нюансов. Ничего не про это речь. А речь о том, как нужно, какой алгоритм должен быть в голове у общества, и у властей, и у политиков, у военных, чтобы они даже не сунулись, понимаете? Потому что если они сунутся, это уже пойдет совершенно другая история. Но и к ней тоже надо быть готовым, понимаете? Но можно их психологически остановить, можно им такую построить ментальную оборону и так далее, так сплотиться и так показать. И это не будет какой-то там супермилитаризации, что там все будут комендантский час. Нет, конечно. Но надо показать силу, надо показать мускулы им. Нельзя ходить со скрипочкой, надо ходить с пистолетом этому мальчику в очочках, этим прекрасным балтийским странам и другим странам, граничащих с Украиной. Я хочу очень помочь. Надеюсь, это видео вы покажете, распространите, переведете какие-то куски, какие-то смыслы. Не надо на меня ссылаться. Меня это вообще не волнует. Если кому-то из политиков это зайдет, мысли какие-то или все, продвигайте их, пишите комментарии на своих языках. Не надо еще раз на меня ссылаться. Кто-то скажет, там, Муждабаев сумасшедший, радикал, мы не хотим его слушать и так далее. Лучше не надо. Это меня всю жизнь это преследует, потом все сбывается. И мне когда-то очень горько. Я хочу, чтобы не сбывалось. Я хочу, чтобы слышали раньше. И думай, как я, думай раньше меня. Ради Бога. Но к сожалению, не вижу, чтобы кто-то сильно думал. Наоборот, вот мы... Ну ладно, не буду. Не буду про это. Наоборот, сопротивляются люди правде. И журналисты сопротивляются правде. И политики правде. Не хотят слушать. Неудобный собеседник. Вот с Арестовичем с удовольствием поговорим. Да? Ну а как? Все по-быстрому. 2-3 тыжня. Вот. А Муждабаев, типа Бабченко, это такие персоны нон-грата, радикалы. Хотя все сбылось. Все сбылось. Ну уж какие еще доказательства нужны, что у нас правильное мышление? Что это работает аналитика. А та не работает. Я прошу вас, продвигайте правду. Дякую за донати, за спонсорство на будь-якому рівні, за донати в будь-який спосіб, за поширення цього і інших відео, які вам сподобаються. Мені вкрай важливо, щоб це чули, щоб ці думки були поширені, чтобы они были распространены, чтобы и вы давили на политиков, не давили даже, но объясняли им, журналистам, берите интервью, показывайте, как в Украине, как Украина готовилась, как мы готовимся, так ли мы готовимся, не так ли мы готовимся. Спрашивайте тех, кто в Украине, кто эту войну предсказал, кто этим живет, кто это все понимает, кто знает русских и так далее. Ну, в общем, я могу бесконечно и буду бесконечно. Но на этом это видео закончено. Щиро дякую вам. Айдар Муждабаев.
люблю всех жителей, всех названных и неназванных стран, кто поддерживает Украину и кто против русского мира, против русского рейха, против России, как поганой, сраной, кровавой империи.